ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hurmatly ve ihtiramlı tamaşaçılar. Biz hiddi üfülagi tüp mesitten selamlayber. Бұл тапсыруда түп мәсіттегі ғайып барышы туранан-тура трансляциялары. Уны ғилми мәғарифат телевидение ассоциациясы менен Башқұртстан дәүләт телевидение һәм радио тапсырулар компаниясы Рәсәйдің иҗтимагый телевидение заказы буенча оештырды. İslam bilgisi мәшһүр Гайдар Җәмәл рус телендә һөйләячәк. Хүзде уга бирәбез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب из علينا Уфимской соборной мечети, одной из старейших в России. В столице Башкортостана, Уфа, находится Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ. Община мусульман Уфы – первая из 1380 общин, живущих по всей России, от Камчатки до Балтики. На минбаре верховный муфтий мусульман России и европейских стран СНГ Талгат Таджуддин. وإلى سائر أخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. В 1789 году высочайшим указом было образовано Оренбургское Магометанское духовное собрание, предшественник сегодняшнего Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ. Уже 15 лет его возглавляет верховный муфтий Талгат Таджуддин. Он является 14-м по счету верховным главой российских мусульман со времен указа Екатерины Великой. Талгат Таджуддин родился в Казани в 1948 году. После окончания Бухарского духовного училища «Мир Араб» продолжил образование в знаменитом Каирском богословском университете Аль-Асхар, который закончил в 1978 году. На 5-м съезде мусульман европейской части СССР и Сибири Талгату Таджуддину было присвоено звание шейхуль-ислам. Верховный муфтий официально представляет Россию в крупнейших исламских организациях мира, в том числе Организация Исламская конференция, ЮНЕСКО, Европейская лига мусульман. Талгат Таджуддин – видный богослов, признанный во всем мире авторитетнейшим кораническим ученым в российском исламе. Он одновременно ведет многостороннюю государственную и дипломатическую деятельность. Именно благодаря его посредничеству были установлены дипломатические отношения между Россией и Саудовской Аравией. Верховный муфтий выступает одновременно как общемусульманский и как собственно российский деятель, активно содействующий сохранению духовной целостности россиян. Среди многочисленных функций верховного муфтия есть одна, особенно важная и почетная в исламской традиции – функция педагога. Талгат Таджуддин отдает много сил тому, чтобы воспитать новое поколение образованного духовенства, от которого будет зависеть возрождение религиозной грамотности широких кругов российских мусульман. Вследствие советского периода российской истории оказалась под угрозой тысячелетняя духовная преемственность монотеистической традиции. Во многих мусульманских селах не было ни одного экземпляра священного Корана. Кстати, и сам перевод Корана на русский язык впервые был издан в советское время только в 1961 году тиражом всего в несколько тысяч экземпляров. Люди,
сохранившие по семейным наследственным каналам религиозные знания, передавали их ученикам тайно, под страхом преследования со стороны режима. Верховный муфтий Талгат Таджуддин возгласил «Слава Всевышнему», с которой начинается проповедь. Слава Всевышнему Аллаху, который удостоил уверовавших установлением поста для воспитания и очищения души и тела. Мир Божий и благословение посланнику Господа Мухаммаду, который произвел нас искать прощения Всевышнему и также Богослужение в этот праздничный день начинается с возглашения славы Всевышнему, хамдус-сана, и продолжается такбиром. Такбир – это величание Богу. Аллаху Акбар, Господь превелик. Ля илляха иляллах, нет Бога, кроме Аллаха. Сегодняшний праздник подводит итог поста. Одной из важнейших религиозных обязанностей мусульманина наряду с молитвой. Пост – это время, когда мусульманин воздерживается от еды и питья от восхода до заката. Во время поста мусульманин воздерживается от гнева, лжи, злословия и прочих дурных поступков, посвящая все свое время общению с Богом. Которая выражает свидетельствование веры, основное свидетельствование веры мусульманина, признание единства и единственности Бога и исповедание веры, которую принес нам его посланник, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Сегодня великий праздник ислама, Ид-аль-Фитр, известный также как Ураза-Байрам. Это праздник разговения. Он завершает 30-дневный пост в течение священного месяца Рамадан. Продолжается такбир, величание Всевышнего. На минбаре верховный муфтий России и европейских стран СНГ Талгат Хазрат. Алхамдулиллах. Алхамдулиллахи аллади акрама аль-му'минина мин аль-башари bis-сиями тарбиятан ва танқиятан лин-нуфуси вал-абдан. Вассалату вассаламу على حبيبه ورسوله محمد Аллаху, который удостоил уверовавших установлением поста для воспитания и очищения души и тела. Мир Божий и благословение посланнику Господа Мухаммаду, который призвал нас искать прощения Всевышнего, а также всем посланникам и пророкам, бывшим до него, которым было дано откровение, и которые были свидетелями своих народов перед Аллахом. Приветствие его сподвижникам и людям его дома, мученикам ислама и всем верным и праведным рабам Божьим.
4 по 7 декабря 1995 года состоялся визит Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ шейхулислама Талгата Таджуддина в Чувашскую республику. За 75 лет это первая поездка Верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России в этот регион. Подготовка визита шла 3 месяца. Президент Чувашской республики Федоров лично участвовал в согласовании программы. Только со стороны администрации президента было задействовано 7 районов и 8 министерств. В этом отразилось глубокое уважение к Верховному муфтию Талгату Таджуддину со стороны президента и правительства Чувашии. Президент Чувашской республики Федоров присутствовал на открытии новой мечети в Шигардане, принял Верховного муфтия и в беседе высказал свое доброе отношение к мусульманам в республике. Приветствовать. Доброе утро. На нашей родной с вами земле. Конечно. Правильно? Кадерле мусульманлар, туслар, иптешлер. У меня наш дорогой гость, уважаемый Верховный муфтий мусульман России, европейской части. Спрашивает, когда мы шли сюда, а вы знаете, что такое салам алейкум? Я говорю, конечно, знаю. Кто же не знает эти добрые, мирные, теплые, очень человеческие слова. Даже более того, дорогой Верховный муфтий, конечно, с очень плохим произношением, я даже могу сказать, потому что я родился на этой волжско-булгарской, нашей, для нас с вами родной земле. Я даже могу сказать, с очень плохим произношением, давно знаю, просто обратил внимание, «Ля иляха иля ляхи, Мухаммада Расулулляхи». В Шигардане вместе с радостным событием, открытием новой мечети, было и печальное известие о том, что в том же селе сгорела мечеть. Президент Чувашии сообщил собравшимся о выделении 18,5 миллионов рублей на возрождение этого храма. В беседе с Федоровым обсуждали вопрос о строительстве мечети в Чебоксарах, и он заверил мусульман, что со стороны руководства Чувашии будут оказаны помощь в содействии и удовлетворении этой просьбы мусульманской общины. В беседе с президентом Чувашской республики Федоровым были затронуты вопросы о необходимости сохранения гражданского мира и согласия. В этом немаловажную роль играет и духовенство. Цдум в этом направлении проводит последовательную работу. Российские мусульмане имеют за собой более 11 веков истории. Часто единоверцы из арабских стран говорят, что россияне получили вакцину атеизма, и поэтому их надо лечить. Верховный муфтий отвечает на это, что у мусульман России есть лекарь, Всевышний, и есть лекарство, Коран, который почитают все мусульмане. Всевышний дал людям разум, и каждый мусульманин может мыслить самостоятельно, и каждый правоверный отвечает за свои поступки перед Богом. Allah'ın ilçeleri, peygamberlerinin arasında birisini de ayırmayız. Bir tigiz ittirip göremiz. Çünkü biz Allah Rabbimizga boysungan bendeler, anırga secde kılgan, anı tanıgan bendeler deyimiz. Yeryüzünde şulay ittirip, türlü millet, türlü halıklar bulup yaşayımız.
Нации, народы, племена, все мы равны перед Всевышним, ибо все люди творения Всевышнего – одна семья. Как говорил пророк Мухаммад, мир ему, наиболее предпочтителен перед Господом тот, кто наиболее полезен людям. Дорогие соотечественники и единоверцы, вместе с миллионами единоверцев во всем мире, отмечая благословенный праздник завершения поста Ураза Байрам, мы, мусульмане России, вместе с тем глубоко осознаем, что являемся составной частью нашего Отечества России, всего российского общества. Веками наши предки во взаимном уважении и доверии разделяли радости и горести, и грудью вставали на защиту России, великой отчизны, от иноземного врага. Наша история, корни, обычаи и традиции тесно связаны и не могут существовать в отдельности. Наши духовные ценности близки. Мы верим в единого Творца, и мы глубоко верим, что духовно-нравственное возрождение России – это великое, достойное дело всех народов нашей отчизны, последователей всех традиционных религий нашей страны. С искренней радостью мы воспринимаем начало установления мира и взаимопонимания на Ближнем Востоке, на священной для мусульман, христиан и иудеев земле. Радуемся началу примирения, прекращения военных действий в Югославии. Разум и жизнь должны восторжествовать. Ведь и здесь были попытки представить конфликт как противостояние ислама и христианства. Нет этому оправдания и не может быть ни в исламе, ни в христианстве. Многие проблемы, жизненно важные задачи стоят перед народами нашей страны. Ну что же, видимо, это наша судьба. А может и цена 70 с лишним лет отрицания Всевышнего Творца, отрицания Бога. Без покаяния, осознание греховности, возможно ли духовно-нравственное возрождение человека и тем более всего общества? Ответ во всех традициях один – нет. Все трудности и невзгоды, проблемы и задачи преодолеют народы России. Не впервой это нам. Но смерть и кровь братоубийственной войны в одном из уголков России, Чечне, болью и страданием отдается в каждой семье россиян, в сердце каждого из нас. В этой войне нет победителей и побежденных. Она противоестественна, и нет ей оправдания. Слезы матерей, вдов и сирот одинаково горьки в каждом доме. И глубоко кощунственные попытки представить и этот конфликт как противостояние ислама и христианства. И поэтому мы осуждаем и захват христианских религиозных служителей и присоединяемся к требованию Русской Православной Церкви в быстрейшем освобождении их. Сотни лет мы жили бок о бок в мире и сотрудничестве, поэтому мы призываем к скорейшему прекращению этой бесславной войны. Мы призываем единоверцев в Чечне к национальному примирению и согласию. Вместе с миллионами соотечественников призываем к мирному решению военного конфликта в Чечне, выводу войск и всеобщей амнистии. Мир и спокойствие должны восторжествовать в нашем доме. Тогда только мы сможем решить все наши проблемы. Только тогда труд наш будет благословенным. И только тогда возможно духовно-нравственное возрождение нашего Отечества. Газиз кардашларым, гайд намазыбыз жетті алхамдулиллах. Аллах Раббим мубарак кылсын. Bütün yer yüzündeki imanlı bendelerimize musulman kardeşler, Allah'ını tanıgan her bir muhterem tamaşçılar, biz Üfülegi tüp mesitten alıp barabız bu tapsırıdı. Onu Zilmi Mağrifat Televideniye Asosiyatsiya menen Башкортстан Devlet Televideniye hem radyo tapsırılar kampanyası Ресейдің İçtimai Televideniye zakazı boyunca uyuşturdu. İslam bilgisi meşhur Гейдар Jamel bayram barışı hakkında Rusça tefsirley. Nasip eyleseydi. Gayetlerimiz mübarek olsun. Bəxtlər bilen, sağlıklar bilen, тынычлык именlikler bilen. Шейхул Ислам поздравляет на татарском языке всех мусульман России, мусульман мира
рахматуллахи ва баракатух. с окончанием поста и переходит к началу праздничной молитвы Салатуль Ид. Хәзер Өфөләге төп мәсеттә Урала гайды башланасак. Урала гайды намазы Шәввалдың 1-нче көнендә укыла. Ниндәйдер гозур сәбәпле әйтәйек, авылга я калага Алла хакларын берәй бәла килеп, һау басу, я көчле буран, я бүтән берәй гиллә булу сәбәпле тәүге көндә гайд намазы укылмаһа, уны 2-нче Шәввалда уку дөрес була. Ә инде 3-нче Шәввалга калдыру дөрес булмай. İlahi niyet kıldım. Gayet budur namazını ütemekke. Җәмәгать менән намаз, Коръән, дуга укудың, теләк теләүдең тәрән мәгънәһе бар. Һәр кемдең айрым укыган дугаһы, теләге кабул булмау ихтимал. Ә инде җәмәгать менән бергәләп укыганда, арыннан берәү изге булып, иманы куәтле, күңеле пак, кылган гамәлләре хәләл вә изгелекле булһа, иманның куәтлелеге менән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәтләренә өлгәшкән икән, уның гына теләге түгел, һәммәнең теләге кабул була. Начинается молитва Салат аль-Ид, торжественная праздничная молитва, первый ракат. В начале каждого раката, как всегда, читается Фатиха. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر. Гайд намазы укудың 5 шарты бар. Шуның береһе вакыт. Гайд намазы кояш сыгып, уфуктан 3 аршын кадәр күтәрелгәндән алып, өйлә вакыты җиткәнге осырда укыла. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر Возглашается такбир, которым закрывается коллективная праздничная молитва. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله. Дорогие мусульмане, поздравляем вас со священным праздником Айд-аль-Фитр. Да будет ваш пост принят Аллахом. А сейчас прощаемся с вами. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху Акбар. Мәскәү телевидениеһы үзенең эшен тамамланды. Ә инде без Башкортстан телевидениеһы Өфө мәсҗиденнән төп мәсҗидтән тапшыруды дәвам итәбез. Әле төп мәсҗидтә тәкбир әйтәләр. سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة بدخول شهر رمضان وأوجب على نفسه جزاء صيامهم في شهر رمضان ووعد على الصائمين القائمين بالدخول والخلود في غرف الجنان كما قال نبينا نبي آخر الزمان إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون في شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من أطيب خلوف فم الصائمين على ريح المسك والزعفران ووعدهم بالرحمة والمغفرة بصيام شهر رمضان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ناطقة بالحجة والبرهان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء والإحسان اسمه في الأرض محمد وفي السماء أحمد وظهوره رحمة وشريعته ناسخة لجميع الأديان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم أهل الاهتداء والإيمان خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق السابق في الإسلام والإيقان وعلى الإمام الهمام أعدل الصحابة وأكرمهم أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر الفاروق بين الحق والبطلان وعلى الإمام الهمام أحلم الصحابة وأورعهم أمير المؤمنين وإمام المتقين Хутбаларда имам Аллаһу Тәгаләгә хәмд, мактау әйтә, кәлимә-шәһадәт